Украина, Түркменстан балбандарынын ортосундагы күрөш Юрий Серийге албетте чучугулак бул сапар өтө ийгиликтүү болгон жок. Себеби анын ата-анашы дароо эле дал ушул күрөш спортунун мекенинен келген балбанга каршы турууда. Балким ким билет, жолдун болушу Украина тарапта болуп, жеңишке жетип калышы дагы толук ыктымал. Накей, калсын ышкырыгы жаңырды, азырынча фаворит кызыл чапанчан балбан өзүнүн дароо эле мыкты экендигин көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Жана украиналык балбан мен спортчусуна 1 упай берилди. Андан ары дагы да болсо күрөшөнүгө кереги жок бул нерсе. Эмне үчүн ата-анашынын курун коюп жиберди? Ошол нерсе бизди таң калтырат. Эскертүү берилет азыр украиналык Юрий Серийге жана 1 упай сөзсүз түрдө Кылыч Мурадовго, кечиресиздер, Кылыч Ниязовго көрсөтүлүшү керек. Калыстар тобу таза жеңиште Кылыч Ниязовго берүүдө. Украиналык балбан өттештен оолактагандыгы үчүн натыйжада биз мастер-классты көрө алган жокпуз. Бирок Кылыч Ниязов бул өттешти ишенимдүү түрдө болгону 13 секундада жыйынтыктагандыгын байкадык. Следующие участники выходят на ковер. Весовая категория 82 килограмма. Представитель Узбекистана Нодир Ачаджонов и его соперник из Туркмении Кылыч Ниязов. Полуфинальная схватка. Ничего нового не скажу. Туркменские борцы являются сильнейшими в этом виде спорта. Родоначальники Гөреш. Ну и, соответственно, тренерский штаб туркменская сборная рассчитывает на высокие награды от своих подопечных, от своих борцов. Продолжают борьбу соперники. Напомню, что арбитр останавливает такие ситуации, нештатные ситуации в состязаниях. Досрочно 2 бросками он решил исход этого поединка. Кылыч Ниязов тоже не почувствовал сопротивления. Вот сейчас совершает бросок Кылыч Ниязов из Туркменистана. Вот чистая победа. Не согласен решением судей Нодир Ачаджонов. Ну, наставник Ачаджонова может попросить челлендж, если что-то их не устраивает. Сейчас самое время посмотреть видеоповторы судьям и принять решение. А теперь давайте посмотрим повтор. Ну, конечно, чистейшая победа. Так называемое сваливание на туше. И за это присуждается чистая победа. Но пока эта победа оспаривается. И с этого ракурса все прекрасно видно. Итоговое решение. Победа Кылыч Ниязова. Нодир Ачаджонов уступает в этой схватке. Решение справедливое. Ну что ж, идем дальше. А у нас еще один полуфинальный поединок. Георгий Канкава, представляющий Грузию, в синей куртке. Его соперник Кылыч Ниязов из Туркменистана. Ну и по правилам обязательное завязывание поясов.
Рефери на ковре следит за порядком внешней формы соперников. Начинается эта схватка. Ну, выделим Галышниязов, очень уверенно прошедший все стадии соревнования. Галышниязов в предварительном раунде встречался с Юрием Сирием из Украины и уверенно прошел этого оппонента. Ну а в четвертьфинале одержал победу Галышниязов над Нодировым из Узбекистана. Ачаджонов Нодир уступил Галышниязову в 1/4. Это весовая категория 82 килограмма. Ну а что касается конкавы, из-за неявки соперника Георгий прошел первый предварительный раунд и встретился в четвертьфинале с Карасаевым. Очень легко Галышниязов одерживает победу над грузинским соперником. Ну, никто, наверное, не сомневался. Чистую победу делает Галышниязов и выходит в финал. У нас очень серьезный соперник для нашего Руслана Тавалдиева.